Просил вот и копаем на поле. Как вы видели, хозяин разрешил покопать. Так, скрытую камеру поставил ему, чтобы вам видно было. Ну, лицо, конечно, закрыл. Ну вот первая монетка. 2 франка 39-го года. Это алюминиевый. Сейчас почему он желтый? Потому что грунт такой песочный, очень легко копающий. Вот. 2 франка в очень хорошем состоянии. Пожелтевшие, сами алюминиевые. 39-го года. Перчатки натер я, видите. Это болезнь у всех копателей. Натирать, они сходят. Вот такая монетка. Так, сейчас вот. Сфокусируйся. Вот она, есть красавица. Ну что, поехали? Будем искать далее. Снова находка. Перед этой была еще монетка. Сейчас я ее тоже покажу. Не смог я ее разобрать. Вот черная. Тут рельефа, так сказать, и нету. Но она такая. Видите, черная от грунта. Грунт тут здесь такой песочный, поэтому она черная такая. Патина. Вот. Это находка. Потом у меня сейчас только что выпал мне медальончик. Вот. Тоже какой-то религиозный, по-моему, католический, христианский, не знаю. Но какой-то медальончик. Не поймешь, короче. Вот. Находки есть. Коп продолжается. Едем, смотрим. Рада, снова находка и снова такой уже убитый кулончик, думаю, серебро. Без ушка. Отломилось, видать. Вот. Уже надо будет чистить, смотреть, что это такое, пока не ясно. Ну, кулончик. Вот. Что у меня? Вот поле на следующий год у меня как раз засеянное. И ну вот это вот поле большое очень. Буду копать. Полей очень много. Очень много. Это не как в начале. Сейчас места очень много покопать у меня. Так что главное, чтобы время было, а остальное все есть. Поехали. Говорится, за терпение и вознаграждение. Вот такой наперсточек. Давно не выпадала монетка, даже ничего, такой мусор только был. И вот наперсточек в таком пресс идеальном состоянии. Вот. Патина черная. Ну, наперсточек, короче. Для коллекции. Поехали. Так, комрады, прошел час с последней находки, как у меня была, и где-то час, может 40 минут. И вот снова медальончик такой убитый. Так, 3 медальончика я сегодня поднял здесь с поля. Такие убитые. Монет пока нету. Только то, что показывал. Ну, все впереди. Все впереди. Думаю, найдутся. Поле есть. Главное ходить копать. Что мы делаем? Продолжаем. Друзья, продолжаем наше движение, движуху эту. Новая монетка. Вот. Ну, вроде Наполеон это. 3-й. Сейчас на ней земля такая. Не увидеть, не прочистить, если. Главное, монетка есть. Вроде не в таком плохом состоянии. Нормальная. Смотрим. Был такой сигнал крупного железа, вот, ржавого. А выпрыгнула крупная. Да монетка только. Не маленькая. Монетка не маленькая. Так. Это Луис. У нас это Луис. Правда, состояние
Не стать, не убить. Ну, монетка. Протер и... Так, 1792 год. 1792 год. Вот в таком состоянии цена где-то 50 евро будет. В этой монетке. Валя. Надо было подождать, пока патина высохнет. А я протер и, видите, убил монетку. Но она есть. Продолжаем. И главное, что скажу. Здесь уже кто-то ходил. Хозяин мне поле сказал. До вас уже кто-то уже проходил здесь. Найдете ли вы? Я говорю, может, метод у нас не тот, если вас это не побеспокоит. Я бы хотел здесь посмотреть. Ну, давай, смотри, проблем нет. Ну вот, уже монеты достаю. Год виден. Эмблема видна. Ну, чуть-чуть убита. Монетка все-таки убита. Но радует находка, очень радует. А мы продолжаем. Камрады, вот она находка. 8-го пехотного батальона наполеоновских войск. Короче, летного отряда. Пуговка такая отличная. Черный патинь, видите, сохран какой. Красота. Вот. Красота. Думал, монетка. Ну, такая пуговка тоже интересная. Если бы зеленая была, вообще красивая была бы. Сейчас тоже неплохо. Красота, одним словом. Продолжаем. Снова пуговка и снова 50-го теперь пехотного полка морской пехоты наполеоновской армии, короче. Вот такая красивая пуговка в патине, лучше, чем предыдущая. Вот. Одним словом, красота редкостная. Но мы продолжаем. Рады, что-то находка у меня ахилла идут, но выпала тут одна вот такая вот находочка. Вроде какое-то украшение. Может, сережка была, может, с какого-то браслетика штучка была. Тут узоры явно выделяются. Кусочек отломился, видимо. Будем узнавать, спрашивать, что это такое. Поехали. У меня новая находка, снова пуговица. Теперь у нас тут выпала пуговка от 155-го пехотного морского воздушного десантного, ну и короче всех тех войск, которые не дошли до сегодня. Вот такая солдатская пуговка. Я никогда такую не видел. Интересная. Сегодня узнаю информацию за нее. Но она есть. Поехали. Давно у меня вообще сигнала не было. Но вот с этой ямы я достал кое-что. Не знаю что, правда, но эта штучка очень мне интересна. Здесь есть какие-то узоры. Я вроде лопатой зацепил. Может, какая печать, может, ну не знаю, но что-то интересное и, по моему мнению, очень дорогое, скорее всего. Дорогое в плане историческом. Что-то интересное. Не могу сказать, что это. Какие-то надписи. Вот посередке идет такие лепестки я видел эти лепестки на монете, они есть.
Ну, это что-то интересное. Продолжаю. У меня смутные сомнения, что прибыл я к Риму, к Римской империи. Где-то в года такие, как бы сказать, 260-е, 275-е, вот такие года, Рим, скорее всего. Вот тоже монетка римская, но она уже не монетка, но вижу, по-моему, это Цезарь, как его там называли там, вот забылся, как его звали, император, забыл, ну вот взял да забыл, елки-палки, как же я так, ну окей, поехали, короче, ну, шевелюра его видна вроде, вот портрет. Не знаю, как вам видно, нет, но мне кажется, есть там что-то осталось. Но монетка убитая. Продолжаем. У меня смутные сомнения, что я на месте клада бывшего. Снова монета и снова римская. Но она тоже убита. А то, что я находил монету, вот эту большую штучку, монетку, это он один рояль, как называют, рояль, как на русском, как это будет, не знаю. Сейчас покажу вам. Я говорю об вот этой вот штучке. Вот. Это рояль называется монетка. Узнал я. Но она, как мы видим, покоцанная, но все равно состояние хорошее. Рад. Я даже не знал, что такие большие монеты бывают. Вот чудо. Еще он. Поехали далее. Друзья, точно мне придется написать название видео вот этого. На месте клада, или нашел клад разбросанный. Снова монетка. Снова Рим. Систерикс. Систерикс, или как он называется. Но, к сожалению, монетка. Ох ты, что я сделал. Трогать не буду. Она и так убитая. Но она есть. Вот. Снова монетка. Где клад? Здесь 100% был клад. Его трактор разбросал. И нифига я здесь его не найду, кроме вот этого. Но он здесь был. Это 100%, я даю гарантии. Скорее всего, был. Не может быть, чтобы в таком диаметре были разбросаны монеты. И вот такой вот чеканки. Окей, продолжаем. Только что монету достал. И оп, вторая дырочка тут, ямочка. И доказательство снова того, что мои предположения были правы насчет клада. Скорее всего, клад был здесь. И он уничтожен землей. В связи с тем, что трактор разбил емкость. И тут на поле эти вот удобрения. И эти удобрения уничтожили этот клад. Да. Ну вот такие дела. Они разбросаны, монетки вот эти. То там, то здесь, в разных местах я их нахожу. Они убитые и ни к чему не годные, к сожалению. А так можно было в музей отдать. Но, как мы видим, делать нечего. Поехали далее. У меня снова сигнал. И снова монетный. И снова, я думаю, Рим. Вот тут вот. Сейчас буду выкапывать. Как выкопаю, покажу.
Предел творится, вот где монетки я находил. И вот новая ямочка. На одном месте этот беспредел происходит. Вот видите? 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 Я же говорю, клад был. Я же говорю, клад. Клад был. 100% был клад. Ла-ла-ла-ла. Как это говорится, в метре от богатства, да? А вот он клад. Да. Продолжаем. Ищем остатки клада. Поясную яму. Вот то же самое, вот рядышком. Ямка. И снова был сигнал. Вот снова монетка. Рим. Снова Рим. Снова убитый. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Продолжаем, друзья, искать остатки. Продолжаем. Хотел закрыть ямку. Дай, думаю, пройдусь снова. Был сигнал. Сейчас смотрим, что. О, есть тут что-то. Вот. Снова монетка. Поломана, сломана. Убитая. Ехали. Никакой радости нету, к сожалению. Золото. Колечко где? Золотишко нету. Новая находка. И тут у меня пуговка. Такая интересная. Жалко, что монеты не в таком состоянии, как эта пуговица. Если бы монеты были бы в таком состоянии, скорее всего... Так, что бы я сделал? Ну, там дача, матча, там кто там за меня переживал, там друзьям, братьям, подогревы, короче, жизнь пошла. Алхамдулилlah, сегодня она тоже и в отличном таком направлении. И монетки были бы хороши, хотел сказать. Ну что, продолжаем. Клад здесь есть, ищем, достаем. Новая находка, чуть-чуть более хорошая. Марк Аврелий, вот, император Рима. Вот такая кладуха мне попалась. Завидуйте, австрийские копатели, завидуйте мне. Вот. Такие дела. Продолжаю искать. Я не все еще показывал, я еще несколько нашел. В окончании так покажу, что было. Вот, ну, пока что есть такие. Я домой хочу. Они тут лазят, эти монетки вылазят. Снова где-то пищит. Устал. Домой хочу. Пищит, но не знаю где. Так, будем смотреть. Вот она. Тоже Марк Аврелий. Вот она, кладуха. Здесь она, кладуха. Вот здесь где-то она. Вот в таком расстоянии. Кувшинчик где-то здесь валялся. На этом все. На сегодня ухожу я. Батареи нету. Сигналы были еще. Решил я уйти, короче, уже поздно.
Сейчас покажу вам монетки. Вот они, монетки. Именно, как я думаю, склада. Вот. Ведь еще там сигналы были, но я не стал их копать. Вот. А что бы вы сделали на моем месте? Короче, заканчиваю. Кто не подписан, подписывайтесь. Смотрите. Оставьте свои комментарии, как лучше достать этот клад. И, ну, как почистить, как не убить монетки. Хотя они уже убитые. Ну, несколько есть целых. Вот такие дела. Продолжаем наше движение, да, комрады? Всем того же под катушкой. Деус дело знает. Ассаламу алейкум.